Тема нашего вебинара – это как усилить школьный проект через социальные сети. Почему об этом рассказываю я? Немножко у меня есть в этом опыт, скажу об этом так скромно. Я журналист, блогер, фотограф, педагог школы юного блогера и являюсь медиакоординатором Центра этнокультурного образования и социальных инициатив «Арте». В общем, блогосфера мне знакома и близка, и мне очень нравится работать именно с соцсетями, потому что это огромная возможность для продвижения не только себя, но и своих проектов, своих интересных мероприятий. Давайте зададимся вопросом, зачем школьным проектам соцсети, если мы и так делаем крутые проекты, проводим интересные мероприятия, и вроде бы и так люди о нас знают, зачем нам вообще соцсети, это же лишнее время, это надо что-то постоянно придумывать, как-то рассказывать, времени нет, желания нет. Но оказывается, соцсети могут сыграть нам на руку и предоставить нам кучу возможностей для развития нашего блога, для развития нашего, группы школы, группы проекта, нашей личной странички, между прочим. Вот. И сейчас объясню, зачем школьным проектам нужны соцсети. Что с их помощью, чего с их помощью можно добиться. Как минимум, вы через соцсети информируете о проекте, мероприятии, команде, итогах, результатах, о том, как идет ваш проект. Можете рассказывать, у нас прошел проект, у нас прошло мероприятие, оно прошло так-то, участники были такие-то, результаты такие-то. Просто информируйте как минимум, что люди знали, что у вас такое интересное событие произошло. Другой вариант, вы можете заявить о себе, свои идеи и делия сначала. Вот у меня такая идея провести, например, эко-прогулку или организовать какой-то медиафорум, и вы рассказываете об этом. Делите свои идеи, чтобы найти, например, поддержку свою найти, допустим. Также вы можете найти команду с помощью соцсетей, к вам могут присоединиться люди, которые вам будут нужны. Это может быть и медиакоманда, это может быть организаторы, могут быть журналисты, между прочим, которые тоже могут осветить вашу информацию, ваш проект и добавить ему медиазначимости. Найти спонсоров и партнеров, потому что в любом проекте в одного работать очень тяжело и практически невозможно. Один может подать идею, но мне сложно будет найти спонсоров, если вы о своем проекте вообще не рассказываете, даже вот друг другу. Там, в школе, там, не знаю, в учительской очень сложно продвинуть свой проект, если вообще о нем не рассказывать. Привлечь внимание общественной проблематики через проект. То есть вы можете сказать, что у нас, например, загрязненный родник, или у нас плохо дети владеют русским языком. То есть есть какая-то проблема, вы ее через проект решаете. И так вы привлекаете внимание общества, уже СМИ, партнеров и т.д. и т.п. к проблематике, что она есть, она вас беспокоит, у вас есть команда, которая над этим работает, и вы, супер. Елена, здравствуйте. Также вы можете найти материальные ресурсы. Вам нужны, например, палатки, книжки какие-то, велосипеды. Вы можете так привлечь спонсоров. Так они о вас узнают. Вы можете прямо таки написать, кто может помочь нам. Например, нам нужен квадрокоптер, нам нужен, не знаю, какая-нибудь камера. Помогите найти, не купить камеру, помогите, а помогите найти людей, у которых есть эта камера. Или есть необходимые мне материальные ресурсы, предметы, реквизит, может быть, вы в театре работаете. Привлечь участников, например, к своему мероприятию. Вот мы тоже писали, про вебинар. Если бы мы о нем не написали, никто бы об этом и не узнал. Мы провели бы сами себе его, с Юлией Германовной. Вот. А зачем нам? Нам нужны участники, нам нужны люди, которым это тоже интересно. Очень много, в общем, есть целей, и нужно посмотреть на соцсети с другой стороны, что это не развлечение и не времяпровождение пустое, а это огромные возможности. Вы одним постом можете рассказать о себе или проекте тысячам людей. Где вы можете рассказывать о своем проекте? Это группа вашего проекта, созданная отдельно оформленная, там только о вашем деле. Либо это ваша личная страничка, возможно, у вас уже есть такой личный бренд, и вы уже давненько пишете про свои идеи, жизнь, вы можете продвинуть там, и у вас будут хорошие охваты, хорошее привлечение людей,
И может быть еще группа школы, естественно, что чаще всего, скорее всего, бывает. Там, естественно, у вас уже группа подготовленная, люди подготовлены, они знают, чем школа примерно занимается, какими проектами она занимается. Тем более будут поддерживать родители, ученики, партнеры, которые у вас уже сложились, такое сложившееся общество. Есть 3 вот варианта, если это мы имеем в виду соцсети. Естественно, могут рассказывать о вас и друзья, как дополнительный источник информации. А в зависимости от цели рождается контент. Контент – это вот посты, фотографии, видео, то, что мы выкладываем в соцсетях. То есть любое селфи, любая фраза – это уже контент ваш. Что вы у себя на странице или на странице группы выложили. Есть информационный, мы о нем говорили уже, да, это у нас информация о том, о событии, о мероприятии, о каком-то этапе. Вы кого-то гостя привлекли, например, какого-то партнера привлекли, то есть вы только сообщаете. Образовательный, вы можете сказать, давайте я вам расскажу, как создается проект. Образовательный, познавательный, вы даете пользу человеку. Или аудитории. Говорите, из каких пунктов состоит проект. Или, например, как сделать так, чтобы у вас в районе или в деревне стало чище, допустим. И вы показываете такой список, чек-лист, порядок действий, чтобы осуществить эту идею, эту мечту. Признательно даете. Об этом немножко подробнее потом поговорим. Вдохновляющие, но это мотивационные какие-то посты, что-то вроде «иди к своей мечте», «будь уверенным в своих силах», «надейся на лучшее», например. Какие-то картиночки интересные. Но продающие это, конечно, больше к коммерческим организациям относится, к коммерческим постам. То есть вы продвигаете свой товар. Ну, допустим, вы хотите что-то продать, ну, вдруг у вас какая-то идея такая есть. Развлекательный – это такой легкий контент, это может быть, например, подборка фильмов об экологии, допустим, или как ссылки на какие-то другие группы, в которых есть, например, контент, похожий на вас, на ваш. Ну, про экологию, допустим, или про школьное сообщество, реклама какая-то может быть. Вот, где можно публиковать материалы про ваше школьное полезное деяние. Чаще всего это ВКонтакте у нас сейчас очень распространено, да. Это простая площадка, разноформатная, она удобная, бесплатная и хороший охват там есть. Телеграм – это уже немножко посложнее, потому что там немножко по-другому отличается контент. И, например, мне тоже нравится эта площадка, так как мне нравится читать тексты, и там удобно читать текст. Там можно и аудио пересылать, и видео делать, тоже удобная площадка. YouTube, понятно, это у нас больше видео, кто увлекается видео. Яндекс.Дзен – это у нас такая площадка от сервиса Яндекс, и там публикуются статьи, тоже можно включить. Фото тоже можно включить, видео. Одноклассники, кто мог подумать, что они живо процветают, и там тоже можно вести свой блог. На Одноклассниках меня нет. Везде в других местах я пробовала что-то делать, снимать. И даже есть такой формат, как WhatsApp. Оказывается, там тоже можно создать канал, как в Телеграме. Вот, недавно тоже узнала. Все-таки такая канал информации, распространения информации тоже есть. Дальше. Если мы начинаем писать, создавать какой-то контент про свое дело, про свой проект, мы все-таки себя перебороли свои страхи, подумали, что мы не пиаримся, а мы говорим о полезных делах, о том, что нам важно, о том, что полезно будет другим, мы это уже выяснили, проектная работа уже проведена, все исследование проведено, мы понимаем, что это дело интересно не только нам одним, как автору, не только нашей команде. Возникает вопрос, а как писать, а как рассказывать, как вызвать интерес у людей к тому, что вы делаете. Например, есть несколько форматов оформления постов. Пост – это, понятно, публикация у вас на страничке, да? Мы называем это общим словом пост. Могут быть изображения, то есть к тексту, у вас есть основной текст, он всегда должен быть. Без текста не будет понятно. Даже вы суперфильм снимете, супер фотки сделаете, непонятно будет, а к чему они, о чем они. То есть к тексту. Мы еще подальше расскажем о том, как провести текст, как собрать текст. Вы прикрепляете фото, картинки, скриншоты. Вы можете подключить там аудиоинтервью или записать подкаст, это как радио.
но его можно скачать на разных площадках. Видео добавить можете, клипы маленькие, короткие, вебинары, мастер-классы, как вот этот прикрепить, например. И истории — это у нас уже ВКонтакте, когда у нас кружочком указывается, тоже как. Они живут 24 часа, ну, это, в принципе, не обязательно. ВКонтакте их не особо кто смотрит. Вот. Когда вы начинаете писать, вы можете сделать пресс-релиз, да, краткий пресс-релиз о том, что будет. Для школьников России пройдет открытый день, открытый урок День народного единства. Пройдет. То есть мы тоже говорили, вебинар пройдет такого числа. Вы говорите людям, предупреждаете их, что такое-то мероприятие пройдет на дату, афишу вот оформляете красиво, или можете картинку просто красиво представить, без картинки тоже будет неинтересно, и охватов будет меньше. Пост-релиз, потом вы выходите, стартовал, закончился, завершился какое-то мероприятие, дело, но я думаю, что это у вас получается лучше всего, потому что в этом кто вот уже пишет, тот уже понимает эти. Если вы говорите, что прошло, как прошло, кто был, кто участвовал, к чему, какие итоги подвели. Фотографии можете применить, вот здесь вот красиво есть фотографии, размытые фотографии не применяйте, пожалуйста, или какие-то нечеткие, нерезкие фотографии. Вот ярко тут видно лица участников, что их много, отличные охваты. Вот тут, ну, РДШ, конечно, естественно, большие охваты у них. Есть еще вариант как статья. То есть это блогер Александра Митрошина, она рассказывает о блогинге, можете к ней на страничку зайти. Как быть с собой в блоге. Это статья, и там у вас, объяснять не буду, как она оформляется прямо ВКонтакте. То есть это большой текст, плюс одна фотография. Можно поделиться своими знаниями, своим проектом. Лист — это как список, рейтинг. Например, я писала в школе онлайн-профессии, это школа юного блогера, 5 частых ошибок в текстах. И удивилась, что этот пост, который я писала, набрал большое количество комментариев, да, не комментариев, а просмотров и репостов. То есть частых ошибок в текстах. Такой список. Вы можете написать 5 частых ошибок, не знаю, в сортировании мусора, допустим, или в создании какого-то проекта. Разные темы могут быть. Сторителлинг — это рассказ о проекте через личную историю. Я начала вот с личной истории, потом можете в презентации посмотреть из личного диалога. И потом продолжила, что вот провожу вебинар на эту тему. Как вот, если вы говорите, что вы пиаритесь, если кто-то говорит вам, что вы пиаритесь, как понять, что не надо на это обижаться, все равно идти своим путем. Вот об этом расскажу на вебинаре, допустим. Клипы, небольшие ролики, вот уже Андрей Федотов, для учителей очень интересно будет, я думаю, посмотреть такой формат. Молодой учитель без клипа рассказывает про школьную жизнь через юмор и легкость. Это называется клипы, небольшие ролики, вот вертикальные. А видео, конечно, очень заходит, это хороший такой формат. Делать добро по силам каждому. Допустим, вы добровольческая команда, у вас вы придумали какой-то хороший проект помощи, допустим, ветеранам. Вот такой небольшой пост, совершенно небольшой, и название, там сердца не остыли в холоде. Можете название закреплять в постах, можете не закреплять, но чаще всего в школах, вот Проф46 тоже хороший делает контент, можно к ним присоединиться и посмотреть, рассматривать, почему бы нет, идеи, они все уже похожи, они уже все изъезжены, кто-то просто по-своему делает. Как теперь, это основные форматы, какие можно сделать, их на самом деле очень много. Объяснять не будем. И есть еще компоненты поста, из чего он состоит. Представим, что у нас это салатик, и у него есть много компонентов. Есть идея, в чем смысл, да, в чем смысл текста, что вы хотите донести. Приходим, двигаемся, вспоминаем, какие у нас цели, да, что мы хотим сделать. Рассказать, мотивировать, привлечь внимание и т.д. и т.п. О чем конкретно хотите написать. Это конкретная тема, не надо рассказывать прямо все в одном посте, только одна темка. Если вы говорите о мероприятии прошедшем, вы говорите о мероприятии, не надо рассказывать о всех участниках, не надо рассказывать про команду. Если про команду, то говорите конкретно про каждого, допустим. Чего вы хотите, это конкретный результат. Что вы хотите, чтобы люди после вашего текста сделали? Если им надо поучаствовать в мероприятии, напишите там в комментариях, напишите в комментариях плюсик, мы вас добавим в чат. Или там включим вам вебинар, добавим вам доступ. То есть в конце человек должен что-то сделать, захотеть, прийти. Вот в идеале так должно быть. Целевая аудитория, для кого контент, какой возраст, пол, род деятельности, которые смотрят, читают пост.
Понятно, что пост для бабушки и понятно, что пост для школьника – это совершенно разные темы и разные посты. То есть надо представлять, вы четко знаете, кто у вас в проекте участвует, это школьники или это, например, родители. И вы, исходя из этого, уже пишете тем языком, который им близок. Понятно, что вы не включаете там слова кринж и вообще, вот слова не включаете, а более такой близкий к их разговору, к их поведению текст. Структура вступления, основная часть заключения, вы должно быть понятно, с чего вы начинаете, чем заканчиваете, логика повествования обязательно должна быть. Главный герой, герои, или, например, это может быть из команды кто-то человек, или это может быть кто-то событие, тоже может быть, условно говоря, главным героем вашим. И в конце делайте призыв к действию. Спросите аудиторию, а вам нравится наш проект? Вы хотели бы в нем участвовать? А скажите, а у вас есть такая проблема, как у нас? А в вашей деревне тоже вот это, вот это, вот это, вот это? А вы тоже бы хотели, чтобы у вас открылся театр какой-то? То есть привлеките человека к действию, чтобы он прокомментировал ваш пост, ему захотелось на него ответить, может быть, положительно. Бывает и негативно, к этому тоже нужно прийти осознанно и думать, что негативный комментарий тоже несет в себе вес, и он тоже бывает полезный. С чего начать текст, например? Вы можете начать с прямой речи, какого-то обращения, с какой-то интересного диалога между людьми, допустим, может быть такое, что знаешь, вот не знаю, где, например, вот какой-то сайт найти. А ты говоришь, а мы как раз работаем над сайтом на такую-то интересную тему. И прям в подробностях. Интересные факты, допустим. А вы знали, что? Это уже заезженное начало, но оно все равно интересно. Привлекает внимание. То есть ваша задача привлечь внимание с первых строчек. ВКонтакте, например, видно только первые 2 предложения, и то если они короткие. То есть у вас есть 3-5 секунд, чтобы привлечь внимание человека. Забавная какая-то мелочь, какая-то деталь. Или вы, например, вот мероприятие Гербер, ага, к нам присоединяется еще Татьяна. Здравствуйте. English. Вот, забавные мелочи можете начать с какой-то детали. Например, вы видите, что здесь все одеты, например, в черно-белом. Вот у нас такое мероприятие в черно-белом. Как событие. С описанием места событий. Например, этому роднику уже 200 лет. И мы пришли сюда для того, чтобы... И дальше продолжается. Вопрос. Волнует ли вас, например, вопрос сохранения удмуртского языка? Или другого, например, языка, над которым вы работаете? И в идеале ваша аудитория должна быть тоже в этом заинтересована в вашем вопросе. Можно начать с яркого момента истории. Допустим, такого количества человек мы не ожидали на этом мероприятии. Мы думали, что придет меньше, но мы очень рады, что столько людей заинтересованы, допустим, в сохранении такого-то объекта, например, там, мемориала или т.д. и т.п. Вот, очень кратко надо говорить, да. Знаете, для кого вы пишете. То есть из этого идет цель, язык, структура, чтобы было формат, например, да, что клипы, например, бабушкам, возможно, не зайдут, а молодежи зайдут. Допустим, или тексты огромные, неинтересно будет смотреть, допустим, детям. Им нужно кратко и емко. Пишите регулярно, даже если вам кажется, что вы один раз про проект написали и достаточно, все, хватит, все про него узнали, то это немножко не так. Потому что вам нужно хотя бы 1 раз в неделю, 2-3 раза в неделю говорить об этом. Если в своей группе туда, можно почаще. Можете, конечно, писать и для СМИ тексты, например, чтобы СМИ заинтересовались. Вот, один текст, одна тема, это мы уже говорили. Не мудрите, не применяйте каких-то суперсложных выражений и фраз. Вы не государственный, не новостной канал, чтобы канцеляризм вот это вот плавали в вашем тексте, потому что за ними не видно сути. Должна быть конкретика и суть. Понятно, для чего вы делаете этот проект, а для кого он, а что там будет, а какие компоненты у него будут, а какая система, а что в конце, что дети дальше получат, а может быть это для родителей, а что родители получат. Какой вы получите продукт. Это онлайн-продукт, это ли встречи, или что. То есть должно быть людям понятно, к чему ведет этот проект, чтобы не было дела ради дела. Ну, написать, чтобы написать.
Текст кирпич никому не интересен, разделяйте посты, все тексты на той строчкой, чтобы был воздух между ними. Много смайликов тоже использовать не нужно для привлечения внимания, да, они наоборот отвлекают внимание. Нужно рассказывать там все, потому что вам нужно рассказать только суть. Что, например, сегодня произошло в рамках мероприятия, что, допустим, завтра произойдет, что ждет участников через месяц. Лишние слова и вода для красоты, когда мы пишем вот сочинение, вот такое вступление, вот такое, да, здесь нам этого не нужно. Мы пишем кратко, емко и интересно. Обратная связь, обязательно отвечайте на комментарии, даже если они негативные, это супер важно. Люди увидят, что вы положительно настроены на связь. Юмор, самоирония тоже очень хорошо сподвигает ваши посты. И капслок пока это мы не включаем туда слова большими буквами, как будто нас больше в нашем проекте нечем зацепить других людей. Мы пишем обычнейшими буквами. Дальше. Много читаю постов всяких разных, и встречаются слова, которые, например, уже так коробят немножко. Их сложно на самом деле изменить, но все-таки можно, Данное мероприятие. Вообще слово мероприятие меня уже не нравится, и кто-то говорит, что не надо вообще его применять. Всегда у мероприятия у вашего есть формат. Например, это вебинар или это встреча. Через 10 минут, говорят, закончим. В рамках мероприятия можно изменить. Мероприятие было организовано. Всем очень понравилось. Надо говорить конкретнее, что получили люди. Приходите, будет очень интересно. Говорите конкретнее, что получат люди. Устали, но остались довольны. Тоже фразу эту вообще убираем. И т.д. и т.п. Так, и дальше. И последние советы, и можно ваши вопросы уже готовить. Чем чаще пишите посты, тем проще придумать форматы контента. Чем больше делаешь, тем лучше. Не можете, нет времени, делегируйте другому. Не можете писать, дайте написать другому. Пока ученик ваш не пишет, например. Лучше рассказать об этом, чем не рассказать. Скажут, что вы звездитесь, вы знаете, что делать полезное дело. Забейте, иногда надо забивать на общественное мнение. Ваше дело – это не вы, а только часть вас. То есть вас не характеризует ваш проект, это только часть вас, ваша небольшая часть, даже если вы включаетесь туда на 100%. Вот. Пускай у вас все получается, пускай все складывается. Если есть какие-то вопросы, можете добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Я там еще Наталья Букова по старой фамилии. Вот, Наталья Удмурт, можно ко мне добавиться. Сейчас, если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Можно в чате, можно по видео, как вам удобно. То ли понятно вам, например, не быстро ли, ясно ли, получили какую-то обратную связь. И вообще, если у нас есть с Арте такая фишечка, кто знает, то знает уже, да, то после проведенного мероприятия мы просим наших участников написать об этом пост. Нашим участникам скинем презентацию вот эту, чтобы на вас была такая шпаргалочка, помогалочка. И сегодня хорошо бы, чтобы вы написали об этом пост, что вы участвовали в таком вот вебинаре на какую-то тему от какой-то организации, узнали вот это, а может, вы уже и так все знали, и вам это все и так было понятно, вы такие продвинутые, это супер круто. Тоже это можно, пожалуйста, можно туда отметить. Вот. Написать небольшой пост, буквально там 3-4 абзаца достаточно будет, и можно еще сказать о своем, например, каком-то деле, где вы можете применить теперь эти знания. Напишите сегодня, включите хэштег АРТ, напишите хэштег, чтобы вас было проще найти, чтобы мы могли вас найти. Можете написать на своей страничке, можете написать в группе своей школы. Это будет вам. И вам большой плюс, что вы покажете, что вы образовываетесь, что вам интересно обучаться и не только делать дела, но и уметь об этом рассказывать.